В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные события уходящего дня. Правительство России распределит 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока и Арктики. На что направят деньги? Многодетным россиянам разрешили бесплатно посещать учреждения культуры. Подробнее о мере. 13 районов Якутии проверили на готовность к паводку. Расскажем о подготовительных сезонных работах. Космос ближе, чем мы думаем. В Музее истории и культуры имени Ярославского открылась выставка «От Якутии до звезд». Какие экспонаты представлены? В Якутске прошел чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о стартах. По системе 112 поступила информация о ДТП в 5 километрах от города Алдан в сторону Нерюнгри. На месте происшествия работают силы экстренного реагирования Алданского района ГИБДД, МЧС России и скорая медпомощь. В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Prius и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек, пассажиры Toyota Prius. Водитель КАМАЗа не пострадал. Дорога в проезжем состоянии. Между тем, Управление автодорог Якутии призывает водителей легковых автомобилей воздержаться от выезда на ледовую переправу Хатас-Павловск. Идет интенсивная оттайка подъездных путей. На автозимнике установлена грузоподъемность до 20 тонн. С 15 апреля все ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты, и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. После закрытия ледовых переправ на Лене по маршрутам Якутск, Нижний Бестях и Кангаласы, Сотенцы начнут курсировать суда на воздушной подушке. В северных и арктических районах республики закрытие автозимников планируется в период с 20 по 25 апреля. Правительство России распределит 100 миллиардов рублей казначейских инфраструктурных кредитов на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока и Арктики. Дальневосточные регионы получат 70 миллиардов рублей, а Арктика – 30 миллиардов. Эти средства будут предоставлены регионам до 30 года под 3% годовых на срок до 15 лет. Финансирование будет направлено на проекты в сфере ЖКХ, переселения из аварийного жилья, обновления транспорта и развития туризма. У России есть все, чтобы решить квартирный вопрос, как не удавалось ни в советские, ни в более ранние времена. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным директором компании Дом.РФ Виталием Мутко. Генеральный директор доложил президенту о работе Института развития в сфере жилищного строительства. Обсуждались, в частности, ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование, инфраструктурные облигации и разработка мастер-планов городов. Объемы строительства в стране внушительные. Жилье граждане приобретают в основном в ипотеку. Сбалансировать спрос и предложение, цену и качество – задача государственной важности. Смогли взять ипотеку. Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние, социальное самочувствие граждан России. Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть. Есть технологии, есть раскрученное производство строительных материалов, есть наука, организация хорошая. Многодетным россиянам разрешили бесплатно посещать учреждения культуры. Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин. Теперь многодетные семьи смогут свободно посещать музеи, парки, выставки по всей России и в любой день, когда они открыты. Такую информацию учреждения культуры должны размещать на своих сайтах. Для прохода горожанам достаточно удостоверения многодетной семьи. Ранее учреждения сами устанавливали льготные дни и часы, под которые родителям с детьми приходилось подстраиваться.
Продолжается активная работа по содействию занятости участников СВО и их семей. На данный момент за поиском работы обратились более сотни военнослужащих и членов их семей, из которых более 34 уже трудоустроены. Для быстрого поиска работы составляется индивидуальный план, учитывающий образование, стаж, предпочтительную отрасль и желание пройти переквалификацию. Также организуются ярмарки вакансий. Так, 18 апреля в музее «Россия. Моя история» 270 предприятий представят свои вакансии. В рамках данной ярмарки вы сможете переговорить с работодателями, их много. Порядка 270 работодателей заявились, из них в городе Якутске будет чуть меньше 100. Ярмарка проводится по всей России 18 апреля, в том числе и по всей нашей республике, во всех муниципальных районах и в городе Якутске. Здесь ярмарка проводится в историческом парке «Моя история». Поэтому приглашаем всех заинтересованных, всех, которые хотят найти работу. Якутский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые посетил герой России Андрей Григорьев. Он отметил важность поддержки, которую оказывают специалисты участникам, ветеранам СВО и членам их семей. Так, координаторы филиала ведут персональное сопровождение каждого человека и помогают им оперативно получать все меры поддержки. Подопечные фонда получают поддержку в приоритетном порядке. Вот это на самом деле очень нам помогает. Когда мы воюем, вот за что воюешь, зачем воюешь, вот такие помощи. Я бы хотел поблагодарить всех вот, работников фонда «Защитника Отечества», там, гуманитарную, там, глава республики, особенно хочу отметить. Все эти, вы собирали вещи, это все нам предоставится там. Вот маленькие дети, там, рисунки, пожелания. Их сворачиваем и в карман ложим, дальше воевать идем. Вот этот стимул дает, очень помогает нам. Третий форум депутатов представительных органов, приуроченный к 80-летию Великой Победы, республиканский турнир по тэквондо и практические учения по подготовке к весеннему паводку. Обо всем этом подробнее расскажут коллеги из Хангаласского филиала. Третий форум депутатов представительных органов, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Республиканский турнир по тхэквондо посвящен ветеранам боевых действий и участникам СВО и практические учения по подготовке к весеннему паводку. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском улусе. Состоялся третий форум депутатов представительных органов, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летию со дня рождения писателя-фронтовика Исая Никифорова. Каждые 3 года депутаты района и наслегов собираются, чтобы обсудить актуальные темы и вопросы, при этом тематика форума меняется. Например, первый форум был посвящен первому депутату от народа Саха Сафрону Сыранову, второй форум – столетию образования Якутской ССР и нынешний третий – 80-й годовщине Победы. Мы создаем площадку, условия для дискуссии, обсуждения актуальных вопросов, которые сегодня стоят. И цель форума третьего депутата Хангаласского улуса – это сохранить память того подвига советского народа, который победил в Великой Отечественной войне фашизм, германский фашизм. После открытия форума участники распределились по нескольким тематическим секциям. Одна из них называлась «Время героев» и была посвящена участникам спецоперации. Работа секции началась с рассказа о подвиге земляка Петра Киприянова, посмертно удостоенного звания Героя России. Далее обсуждались такие темы, как защита прав участников СВО, их психологическая реабилитация и так далее. Среди участников секции присутствовал вице-спикер парламента Якутии Александр Подголов, который также курирует в Илтумене вопросы, касающиеся участников спецоперации. Потому что я уже здесь был не раз, и я встречался и с участниками СВО, и с работниками фонда «Защитник Отечества. И мне хотелось бы и послушать, может быть, будут заданы вопросы, может быть, какие-то интересные тенденции существуют по работе с участниками, с помощью семьям. Очень много у меня надежд вот на эту секцию.
Форум депутатов длился один день. Также работали секции в зданиях музея, библиотеки и администрации. В завершении мероприятия участники внесли предложения и приняли резолюцию. Второй год подряд в городе Покровске проходит республиканский турнир по тэквондо, посвященный ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции. Инициатором этих состязаний стал ветеран СВО Иван Самсонов, который также является тренером-преподавателем по тэквондо. Иван Самсонов отправился в зону боевых действий в первый год спецоперации в конце октября 2022 года. Вернувшись домой, он продолжил свою деятельность как тренер-преподаватель по тэквондо в республиканской специализированной ДЮСШ Олимпийского резерва Хотой в Покровске. В прошлом году он впервые организовал турнир для юных последователей этого корейского вида единоборств. Если в прошлом году у нас 110 участников было, в этом году у нас уже 150 участников. На данный турнир является отборочным на открытое первенство России, который состоится в конце мая. Турнир шел в течение 2 дней и включал схватки в 3 возрастных категориях от 7 до 14 лет. Судьи турнира были не намного старше участников. Среди них был и давний воспитанник Ивана Самсонова Андрей Лисенецкий, участник 7-х игр «Дети Азии» во Владивостоке, ныне 11-классник Покровской школы. До этого был опыт на республике, судил. Тут также были турниры в октябре, там еще до этого. Что сложнее, участвовать или быть судьей? Наверное, быть судьей. Да, почему? Ну, потому что от твоего решения зависит, кто выиграет, кто проиграет. Этот турнир стал не только трамплином к всероссийскому первенству, но и важным событием, способствующим укреплению патриотического духа и сохранению памяти о ветеранах среди подрастающего поколения. В окрестностях Покровска прошли практические учения по подготовке к весеннему паводку. В мероприятии приняли участие сотрудники местного отделения ГИМС, Центральной районной больницы и единой дежурной диспетчерской службы. Алло, мы с другом пошли на рыбалку, и он провалился. А я сломал руку. Мне нужна помощь. Звонок о происшествии поступил на единый номер экстренных служб 112. Оператор немедленно передал информацию с геокоординатами в единую дежурно-диспетчерскую службу Хангаласского улуса. Поступило сообщение о 2 пострадавших на острове Малютка, город Покровск. Необходимо провести эвакуацию пострадавших и оказать медпомощь. Как приняли? На указанное место на Муране выезжают сотрудники ГИМС. По легенде учений, 2 рыбаков отправились на остров Малютка возле Покровска, где один из них провалился под лед, а другой сломал руку, пытаясь ему помочь. Пока пострадавших извлекают с острова, на берегу развернут медпункт, готовый оказать экстренную доврачебную помощь. Такое как бы мы впервые проводим, вот, именно с разворачиванием полевого медпункта и так далее. Почему еще мы сегодня проводим такое учение? Потому что нам предстоит очень много мероприятий летних обслуживать, вот, в том числе федерального уровня, Сабантуй, СЭХ, вот, ну и сам паводок, конечно. И все медицинские работники сейчас готовятся. Каждого пострадавшего доставляют на берег и после оказания доврачебной помощи отправляют на машине скорой помощи в медицинское учреждение. На этом показательные учения завершаются. Масштабные учения по защите Мирного от лесных пожаров состоялись сегодня. На базе микрорайона Заречный в условиях примыкания лесного массива к границам СНТ «Энтузиаст» прошли учения по отработке алгоритмов защиты населенного пункта от нападения лесных пожаров. В мероприятии приняли участие десятки единиц техники и более 140 сотрудников различных аппаратов. Прикладная фаза учений продолжалась 2 часа, в ходе которых были отработаны алгоритмы развертывания защитного оборудования и различные схемы подачи воды к местам тушения ландшафтного пожара. Отрабатывалось на первом этапе учений отрабатывались действия ЕДДС Мирнинского района. Также, в свою очередь, отрабатывались действия лесничества Мирнинского, ГАУ «Якутлесресурс». Также действия администрации города Мирный, администрации Мирнинского района. На втором этапе учений при условном переходе ландшафтного пожара на техногенный отрабатывались действия Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. А именно основная составляющая здесь 3-й пожарно-спасательный отряд.
13 районов Якутии проверили на готовность к паводку. Помимо проверок проводятся учения на территории муниципалитетов. Во время весеннего половодья, по предварительным прогнозам, наиболее подвержены угрозе паводка 15 районов и Якутск, где в связи с этим проходят выездные проверки. Уже проверены Алданский, Амгинский, Чурапчинский, Усть-Майский, Намский, Тампонский, Кобяйский, Усть-Алданский, Ленский, Вилюйский, Нюрбинский, Алекминский и Хангаласский районы. Еще 11 районов будут заслушаны в режиме видеоконференц-связи. Отмечается, что подготовка к паводку идет по плану. Также до середины мая проверят 23 гидротехнических сооружения. В зону возможного подтопления попадает 121 поселение Якутии. Столица Южной Якутии готовится принять участников и гостей из цеха Олонхо этого года. Напомним, что праздник состоится 4 и 5 июля. В районной администрации прошло совещание, посвященное подготовке к одному из самых значимых культурных событий республики. В нем приняли участие руководители учреждений, представители ключевых министерств и ведомств. Главные темы – программа мероприятий, безопасность, обустройство поляны, транспортное обеспечение, размещение гостей, информационная поддержка. В Нерюнгри встретит тысячи гостей, и это событие станет не только праздником, но и мощным импульсом для развития культуры и туризма в регионе. Мы каждый год транслируем и освещаем цех Олонхо. В этом году в Нерюнгри собираемся. Около 30 человек будет работать здесь от компании. Это радио, служба интернет-вещания и те люди, которые будут на трансляциях работать. И еще будут тут дневники. Мы сюда приехали, чтобы ознакомиться по ходу работы, то есть по подготовке. А на самом-то деле мы смотрим локации, откуда будет трансляции, местность, где проходит цех Олонхо, строительство, какие идут, и мы готовимся по планам. Как рептилии, рожденные ползать, научились летать. Об этом и других удивительных фактах из жизни пернатых расскажут на выставке «Птичьи наряды» в музее имени Ярославского. Здесь представлены чучела животных, кладки яиц необычных расцветок и разнообразие перьев. Посетители смогут увидеть птиц в естественной среде обитания на фотографиях, снятых самими сотрудниками музея во время полевых исследований. Выставка продлится до конца мая. Бесплатно ее смогут посетить обучающиеся школ. Она должна показывать роль, значение и функции перьев птиц в их жизни. Да? Еще для детей специально есть стенд, который я сделал с помощью детских игрушек моей дочки, да, и с их помощью я пытался рассказывать детям о том, как древние ящеры, рептилии, потом они начали постепенно превращаться в птиц. Также в Музее истории и культуры имени Ярославского открылась выставка «От Якутии до звезд». Что представлено на выставке, узнавала Эржена Гармаева. Выставка удивляет множеством и разнообразием экспонатов. Тут представлены и макеты кораблей, сделанные руками детей, и раритетные значки с советскими летчиками-космонавтами. Есть красочная тематическая фотозона для неземных фотографий. Для школьников младшего и среднего возраста организаторы подготовили познавательные лекции и мастер-классы. В течение недели мы будем проводить разные программы музейные. Мы будем говорить о космосе, мы будем говорить о вкладе якутян. Если вы не знали, то первый сигнал Гагарина был пойман как раз нашими якутянами. Это очень важно. И хочется детям приблизить к космосу, чтобы они мечтали, чтобы они летали, чтобы космос для них был открыт и не было никаких границ ни для творчества, ни для желания, ни для науки. Среди всей композиции особое внимание привлекает куколка Кындыкан, в прошлом году побывавшая на Международной космической станции. 200 лет назад девочку Кындыкан нашли на стойбище. Она была единственной выжившей после страшной эпидемии оспы. Сейчас имя Эвенки – символ, объединяющий коренные и малочисленные народы Севера. Дорогие друзья, мы, российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, приветствуем вас с борта Международной космической станции.
В этом полете нашим спутником является отважная кукла Кындыкан, символ хранителя Севера и Арктики. В этом году, в День космонавтики 12 апреля, мы получили обращение детей из Якутии с просьбой отправить их любимого персонажа Кындыкан на МКС. И вот Кындыкан здесь. Первым посетителям выставки повезло. О кукле, покорившей космос, рассказала потомок легендарный Кындыкан. Кындыкан — это не только вот моя семейная история, да, это сейчас этим проектом занимаюсь 4 года, и мы стартовали, кстати, ровно 12 апреля 2021 года. Да. Ну и за этот период есть, конечно, свои большие такие результаты, в том числе это и космическое путешествие наш Кындыкан. И в первую очередь это очень большая команда, потому что Кындыкан состоялся вот именно как проект, как этнический бренд, благодаря неравнодушию очень многих вот профессионалов из разных сфер, которые объединились и делаем все, чтобы Кындыкан стала таким узнаваемым символом. Что запомнилось детям на выставке больше всего? Они ответят сами. Мне больше всего понравилась кукла. Я узнала то, что кукла летала в космос с настоящими космонавтами. Узнала то, что кукла улетела в космос. Что понравилось тебе на выставке? Как мы делали ракеты. Узнать больше о космосе и людях, бороздивших его пространство, можно до 22 апреля в музее имени Ярославского. Эржана Гармаева, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске прошел чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования посвятили 85-летию ветерана спорта Маргариты Григорьевны Куличкиной. Подробнее в сюжете далее. Сегодня на лыжи встали те, для кого спорт – это не просто движение вперед, а настоящая победа над обстоятельствами. В этом году соревнования объединили спортсменов с разными видами ограничений здоровья. На трассу вышли участники с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят очень активно. Пришли лишние даже тренеры, преподаватели. Ну и, конечно, сами организаторы – это Центр адаптивной физической культуры. Вдохновителем турнира стала Маргарита Куличкина, ветеран спорта и заслуженный работник физкультуры. Всю жизнь она посвятила физической культуре и воспитанию молодежи. Даже сейчас, в свои 85 лет, она продолжает тренировать и вдохновлять других людей своим примером. Сегодняшнее мероприятие очень нужное. 2 приза сделала для себя. Так что сегодня я вручу им. Один мальчику, другой девочке. Организаторы подчеркивают, что такие события важны не только с точки зрения спорта. Это возможность проявить себя, почувствовать поддержку и обрести уверенность. Значимость данного мероприятия очень высока, так как она мотивирует ребят с ограниченной возможностью по здоровью. Ну и основная цель – это, конечно же, забыть все какие-то трудности, которые у них в жизни. В завершении соревнований прошла торжественная церемония награждения. Победители отметили медалями и дипломами. Но главная награда для всех участников – это поддержка, внимание и чувство единства, которое дарит спорт. Камила Михайлова, Станислав Платонов, Якутск. В Якутии 21 апреля будет временно отключено теле- и радиовещание из-за плановых профилактических работ, которые проводит российская телевизионная и радиовещательная сеть. Отключение продлятся с 2 ночи до 11 часов по местному времени и затронут такие населенные пункты, как Якутск, Нерюнгри, Мирный и Лебединый. Жителям этих районов рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего времени. Фактическое время отключения будет указано в ежедневных сводках о работе технических средств. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.